Планируете ли вы напасть на атомную электростанцию? Хотите узнать об этом больше? Спросите Лео, он пытался. После терактов 2001 года в США Лео организовал с активистами Greenpeace целую секретную операцию, чтобы показать миру незащищенность атомных электростанций. В качестве эксперимента он вплотную приблизился к старейшей в мире АЭС Бетснау в Швейцарии. Сегодня Лео обеспокоен другой проблемой – угрозой наводнения в районе АЭС. Он в гостях у местного жителя и друга Хайне. Швейцарская инспекция по ядерной безопасности говорит, что угрозы затопления реактора Бетснау нет. Но Хайне и Лео не верят чиновникам. В этом докладе полно ложных утверждений. Вранье, да и только. А значит, атомная электростанция Бетснау может быть затоплена в любой момент. Да, и мы не говорим о подъеме воды на 1–2 метра. Речь может идти о наводнении большого масштаба. И в этом случае не исключен сценарий Фукусимы. Они нас обманывают на основе абсолютно неверных расчетов. Посмотрите на реку Аре. Во время наводнения она непредсказуемая. Власти говорят, что наводнение может поднять уровень воды на 37 сантиметров. Это просто абсурдно. Уже после нескольких дождей волны поднимаются более чем на метр. Они говорят, что скорость наводнения достигнет 6 метров в секунду, но независимые эксперты уверены, что она достигнет 10 метров в секунду. Атомная электростанция Бетснау построена на искусственном острове посреди реки. Швейцарская федеральная инспекция по ядерной безопасности предложила компании-оператору группе Axpo построить противопаводковую систему аварийного питания. В последние 3 года Axpo вложила в проект 700 миллионов швейцарских франков. В городе Брук, самом близком к АЭС, эти меры считают недостаточными. Хайне и Лео показали нам отметки вошедших в историю местных наводнений. Хайне, профессиональный архитектор, предложил свои расчеты и архивы Министерству по охране окружающей среды Швейцарии. Вот здесь вот осталась отметка от наводнения 2007 года. А вот отметки 1852 года. Они на 2,5 метра выше. Еще раньше, в 1480 и 1570 годах, к примеру, вода вообще затопила полгорода. Здесь было что-то страшное. И чем это грозит нашей АЭС? Катастрофой. Лео и Хайне приглашают прогуляться к АЭС. Они просят нас не снимать, таковы правила безопасности. К тому же самого Лео здесь хорошо знают. Мы доходим до определенной точки, дальше пути нет. Вы мне расскажете, покажете, что и как? В чем проблема здесь, на ваш взгляд? Эта АЭС не выдержит ни наводнения, ни землетрясения. К тому же недавно выяснилось, что в стальной стенке корпуса реактора Бетснау есть слабые звенья. Эта АЭС старая, ее давно пора закрыть. Около 1000 слабых звеньев, за этим термином могут скрываться как дефекты, так и настоящие дыры, были обнаружены в стальной стенке корпуса реактора. Теперь АЭС остановлена для более детальных проверок. Небольшой привал с видом на АЭС. Бутерброды выглядят аппетитно. Кстати, вот такие дырки, ну совсем как в нашем сыре, украшают стенки корпуса атомного реактора. 0,7 сантиметра. Невероятно, они очень большие. Да-да, именно в этом и заключается главная проблема нашей АЭС. Она работает уже 47 лет. Нигде в мире АЭС такого типа не служит так долго. Получается, у нас тут проводят эксперимент, а мы вроде подопытных свинок. Они хотят, чтобы АЭС работала, пока не сломается. Вовсе нет, сообщили нам в управлении АЭС. За состоянием реактора пристально следят эксперты, инженеры, физики, математики. Они же оценивают перспективы изнашиваемости материалов, рассчитывая возможные сроки жизнеспособности АЭС. Накал страстей на фоне мирного, типично швейцарского сельского пейзажа. Здесь живут люди, любящие природу и праздники. Итак, что говорят местные жители о возможных сроках перезапуска АЭС? Странные сроки они называют. Октябрь прошлого года, февраль нынешнего, все даты просрочены. АЭС закрыта. Теперь вроде переносят на июль. Что-то подозрительно все это. Компания-оператор станции от съемок и интервью отказывается. Несколько раз мы получаем отрицательный ответ. И вдруг, неожиданно, согласие на комментарий.
Разумеется, ни о каких дырках или трещинах в стенках корпуса реактора речь не идет. Речь идет о некоторых изъянах, которые могут приводить к большей хрупкости материала. Но наши первые проверки позволяют нам предполагать, что возобновление работы атомной электростанции не несет никаких угроз. Местные жители с этим не согласны. Они выходят с транспарантами и плакатами к зданию Швейцарской федеральной инспекции ядерной безопасности. Они обвиняют ведомство в необъективности, в тесных связях с теми, кому выгодно сохранение АЭС. Закон предписывает подобным контролирующим структурам полную независимость. Представители инспекции говорят, что они и на самом деле действуют самостоятельно. Старейшая в мире АЭС Бецнау-1 находится в Швейцарии. Стоит ли европейцам беспокоиться по этому поводу? В настоящее время оператор станции обязан доложить нам о реальном масштабе изъянов, которые они обнаружили. В частности, убедительно разъяснить, как наличие дефектов в стенках корпуса реактора может повлиять на его целостность. Если мы не получим исчерпывающих доказательств того, что реактору ничто не угрожает, мы не разрешим вводить АЭС в строй. 5-летний Колин и его 8-летняя сестра Лин, внуки Хайни и его соратники по борьбе за закрытие АЭС. Активисты действуют активно. Осенью в стране пройдет референдум по вопросу сохранения атомных электростанций. Именно жители Швейцарии должны решить, нужно ли выводить из строя АЭС, отработавшие 45 лет. Если наши сторонники одержат победу на референдуме, то вот эта АЭС, Бецнау, должна быть закрыта полностью уже в следующем году. После трагедии на Фукусиме Швейцария заморозила строительство новых АЭС и запланировала остановку старых по достижении ими 50 лет. Однако, возможно, это произойдет раньше.